эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. 43-летний житель Удачного лишился свыше 160 тысяч рублей, заказав авиабилеты во Вьетнам через сайт «Двойник». Потерпевший пояснил, что решил купить для себя и членов семьи путевки до Вьетнама. На одном из сайтов он нашел выгодное предложение и, не удостоверившись в подлинности данного ресурса, оставил заявку. Через некоторое время ему поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился сотрудником турфирмы и предложил потерпевшему 4 авиабилета всего за 145 тысяч рублей. Мужчину заинтересовало выгодное предложение. Тогда лжесотрудник турфирмы попросил его отправить посредством мессенджера фотографии паспортов и адрес электронной почты, а также перевести 145 тысяч рублей на указанный им счет, что потерпевший и сделал. После этого злоумышленник для большей убедительности отправил на адрес электронной почты договор купли-продажи авиабилетов и попросил перевести еще 21 тысячу рублей, якобы на непредвиденные расходы. Мужчина вновь пошел на поводу и перевел запрошенную сумму. Получив денежные средства, аферист перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Столичные полицейские задержали 3 подозреваемых в совершении 12 эпизодов краж на сумму свыше 1 миллиона рублей. Установлено, что подозреваемые проникали на территории промышленных организаций, частной собственности и объектов строительства, где похищали контейнеры, арматуру, производственные трубы и другое дорогостоящее имущество. При этом они предварительно находили покупателей и под видом владельцев сбывали его, арендовав для этого спецтехнику. Решением суда ранее судимый 32-летний организатор группы с 23-летним подельником выдворенный в следственный изолятор. Третий участник группы находится под подпиской о невыезде. Полицейскими по горячим следам раскрыта кража из магазина. В отдел полиции в Якутске обратились представители магазина спортивных товаров с заявлением о краже на сумму около 9 тысяч рублей. Полицейскими по горячим следам была установлена и задержана подозреваемая. Ей оказалась безработная 21-летняя уроженка Усть-Алданского района. Выбрав несколько вещей в спортивном магазине, подозреваемая отправилась с ними в примерочную. Там она сняла с вещей антикражные датчики и надела вещи на себя, после чего девушка спокойно покинула торговый зал. В ходе проведенного обыска часть похищенного изъята. По словам подозреваемой, похищенные носки и штаны она выбросила. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Ленском районе вынесен приговор по уголовному делу об убийстве и его укрывательстве. В суде установлено, что в октябре 2018 года в ходе распития спиртных напитков между подсудимым и погибшим произошла ссора, в ходе которой один из собутыльников нанес потерпевшему множественные удары молотком в область головы. Третий участник застолья, являясь свидетелем совершенного преступления, оказал содействие в его сокрытии и сокрытии следов совершения преступления. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил убийцу к 10 годам лишения свободы, а его приятелю назначили наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ожесточенную схватку сотрудницы автозаправочной станции под Новосибирском с грабителем запечатлела камера наблюдения. Злоумышленник был избит шваброй и с позором покинул помещение. Подробности смотрите далее. Эту видеозапись с камеры наблюдения на автозаправочной станции в городе Обь Новосибирской области опубликовала во вторник региональная полиция. Инцидент произошел в субботу, 14 декабря. На кадрах видно, как в магазин при заправке зашел грабитель. Он сразу распылил в лицо охраннику перцовый баллончик, из-за чего тот выбежал наружу. Злоумышленник начал искать деньги, но тут что-то пошло не так. В здание вбежала женщина, сотрудница АЗС, и начала выгонять мужчину. Грабитель попытался и ее отпугнуть при помощи перцового баллончика, но вместо этого распылил его на себя. Тогда смелая сотрудница схватила оказавшуюся поблизости швабру и начала наносить ей удары злоумышленнику. Преступник понял, что сегодня ему удача не улыбнется, и с позором покинул помещение. Правда, кое-что ему похитить все же удалось. По данным местного МВД, мужчина украл 7 тысяч рублей. В настоящее время его все еще разыскивает полиция. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.